Ага, еще раз всем привет. Сегодня у нас очень актуальная тема для тех, кто слышал и про базовый первый уровень. Расскажу очень коротко, а потом а, зайдем в глубину. Ага, почему так, зачем нам нужно пользоваться этими треугольниками и так далее. И в каких уровнях вы сами поймете, что мы в каких уровнях и что можно там изменить. Да? После мы сделаем один, сейчас одну, через методику, один алгоритм, который вот этот алгоритм дам без записи. Хорошо, в конце нашей встречи. Наша встреча будет примерно 20 минут, а вот практика будет где-то 8 или 5 минут. Хорошо, посмотрим, насколько мы в глубину зайдем, настолько и мы будем делать. Вчера у меня было реалити. Ага, вот результат реалити, да. Ага, мы обсуждали именно по работе с мышлением, в каких уровнях находимся, да. И сейчас я включу трансляцию и расскажу про основную. Мгм. Так, основной наш треугольник. Видно, да? Видно, девочки? Видно, да. Что-то у нас в трансляции. Сейчас еще раз подключу. Видно? Так, у нас есть основные треугольники, 3 основных треугольника. Каждый уровень для тех, кто занимается бизнесом, и для тех, кто хочет выйти на новый уровень по своему жизни, да, и для тех, кто хочет с собой поработать, это внутренние проработки называем, да, ну, называть разными словами, проработки, работа над собой, через некоторые инструменты, через медитации, через какие-то курсы, через трансформации, через трансформационные игры, через тренинг и так далее. И в каждое, что мы делаем, каждый раз у нас есть основные треугольники, что это треугольники в народе как бы называется зависимости. Вот, самый основной первый треугольник – это мы играем игру жертва, спасатель, преследователь. Вы, наверное, знаете, да? У жертвы всегда позиция, что все виноваты, ага, и я тоже виновата. У спасателя я должна спасать всех. Ага. У преследователя ты виноват. В общем, преследователь всегда делает так, что для него он не жертва и не спасатель, он первым нападает. И вот в этих случаях именно этот треугольник работает, когда мы переходим, когда мы хотим улучшить сферу отношений. Отношения с семьей, отношения с собой, отношения какими-то ситуациями, отношения родителями. Вся эта история вот в этой треугольнике. И когда мы отрабатываем, и когда мы понимаем, что мы играем эту роль, тогда у нас уже происходит трансформация. Вот для трансформации есть свои ключевые какие-то слова. Например, у медитации тоже есть ключевые слова, у трансформационных игр тоже есть ключевые слова, да? Когда мы выходим из этих созависимых отношений, это значит, когда мы выходим из этой игра,
когда мы в позиции жертвы, спасателя, преследователя, это как бы созависимые отношения, мы думаем. Ага. А когда мы уже понимаем, что мы играем в эту игру, тогда у нас происходит трансформация именно в сфере здоровья, денег и любви. Мгм. Потом мы в этом уровне постепенно... Я сейчас рассказываю про то, что, например, нет бизнеса, нет ничего, просто мы хотим улучшить какую-то сферу. Хорошо? Вот это вот в этом треугольнике. Ага. И когда мы переходим через него, мы выходим на другую игру. Это герой, мотиватор и исследователь, да? Ага. И вот когда мы понимаем, что роли героя, если мы созависимы с собой, тут включается конкретно эго. Наше эго, который говорит все время: ты герой, ты должна сделать. Вот тут должествование, вот тут состояние того, что ты достигаешь, что-то достигаешь силой воли. Мгм. И это новый уровень второй. Это как бы жертва себя трансформировал на героя. Мгм. А вот спасатель себя трансформирует на мотиватора. И он как бы себя мотивирует, но снаружи, наружной мотивации. Это значит, как бы тут уже состояние зависимости, состояние что-то я не могу, это она может. Вот тут мотиваторство, да, все триггеры. Например, кого-то смотришь, у него все хорошо получается, и ты на этом триггеришь, что конкретно уже включаются автоматически те цепочки, которые мотивируют. Ну, цепочки, которые а, зависть, стыд и так далее, вот это все включается автоматически. Но когда мы знаем, что это мотивация, мы уже, а, как происходит, мы уже переходим на внутреннюю мотивацию. Когда мы отрабатываем все те темы зависимости и так далее, да, уже мы включаем, у нас внутри уже включается внутренняя мотивация, а внутренняя мотивация, внутри сидит вера. Вера. Мгм. А потом переключаемся, вот преследователь трансформируется и переключается на исследователя. Это значит, когда мы видим кого-то, того человека по твоей нише, достигшего 3 раза больше, мы уже начинаем исследовать. Ага. Исследовать это значит, как она это сделала, что ей помогло, какие действия она сделала. Вот мы исследуем те варианты внутри головы, мы уже исследуем. Как она это сделала, мы уже идем к действию. Ага, к действию. Это, почему мы сопротивляемся, почему мы стоим на одном месте, почему мы действуем, как будто это очень легко. Ага, как бы мы видим, что это очень легко, какую-то ситуацию, но мы не действуем, потому что мы пока исследуем. Ага. Когда мы пока исследуем, мы сидим в этом треугольнике, мы играем эту роль. Угу. А когда мы понимаем, да, я исследую, да, я герой, да, я мотиватор, да, тогда у нас уже происходит рост. Рост. А рост – это сила, служение и обмен. Мгм. Это обмен, когда ты понимаешь, что у тебя происходит внутри, давать, вот же есть баланс давать, брать, да, вот этот обмен ты уже понимаешь. Настолько ты даешь, настолько тебе и приходит. Если ты 3 раза больше даешь, тебе все равно в каких-то сферах придет 3 раза больше. Мгм. И потом постепенно, когда мы отрабатываем вот это, если мы не идем через силу, не играя в эту роль, тогда у нас происходит бессознательно, без воли, да, не упираясь на сложности, на тяжести, на сопротивление и так далее. Мы уже постепенно переходим на третий треугольник, это треугольник победителя. Это герой превращается на победителя, потому что он уже а, протоптал свою дорогу в своем бизнесе, в своем видении, своих каких-то отношениях, того, чего он хочет. Он уже конкретно понимает реальность событий, и для него нет нереального.
он уже опирается на себя, победитель, за счет после уже включается наш спасатель, сперва спасатель, да, мотиватор, потом он уже стратег. Стратег – это тот человек, который уже понимает, видит, например, самый вот срок, да, на 1 месяц вперед видит, на 1 год срок видит, да, на 6, на 1, на 6, на 1 год, там потом на 5, это, как бы сказать, он уже стратегически видит, что нужно, какие алгоритмы нужно включать, да, и у него нет такое состояние, что он все время жертвует или что-то, вот в этом роли нет. Потом созерцатель – это преследователь переключился на исследователя, потом на созерцателя. Это как бы этапы включения вот этого цепочки, да? Ага. И вот созерцатель, он творец. Это значит, когда ты уже прошел какой-то путь, у тебя сформировался навык, после навыка у тебя уже сформировался, например, навык проработок, да, навык работы с собой, навык, например, есть медитация, там, магия утра, например, есть. Ты уже в этот навык привит к тебе, и за счет привития навыка у тебя уже появляется творение. Вот этот алгоритм, оказывается, вот так работает. Этот алгоритм у меня вот так работает. Например, у кого-то по-другому работает. И ты понимаешь, что у него вот так это сработало. Возможно, что-то не будет отвлекаться. И ты понимаешь, что тебе нужны те люди, которые а, что-то сделали, за счет этого у них появился результат. И ты уже понимаешь, если вот этот результат у них вот так сработало, возможно, у меня вот это выйдет вот так. Ты творишь в своей голове, как это может быть работать, да? Хорошо. Итак, вот это основные треугольники про зависимость. Если мы понимаем, что есть такие треугольники, мы уже зависимость в каком-либо сфере жизни мы уже видим по-другому. А когда мы не знаем, что оказывается есть такие треугольники, вот это как бы уровни. Ага. Когда мы эти треугольники знаем, мы в полном понимании созависимых отношений. Вообще я зависима от чего-то, я зависима от мужа, от денег. Все мы видим и слышим через чувство, через ощущение зависимости. И тут самое главное. Мы играем все эти игры, то есть все эти роли одновременно. Если мы играем жертву, тогда через некоторое время уже играем героя, потом победителя. Или все это перемешку. Но суть в том, что когда мы занимаемся собой, особенно в сфере мышления, да, мы задаем себе вот такие вопросы. Например, для тех, кто есть методика МК, да, они сразу поймите. Для тех, кто занимается разными методиками для саморегуляции, для саморазвития, это те же медитации, йога и так далее, расстановки, телеснотерапия, потому что когда мы понимаем разум, тело и наша душа одно едино, тогда мы уже понимаем те вопросы, которые мы себе задаем, и через эти вопросы мы уже понимаем, как нужно двигаться. И тут самое главное, если мы в первом треугольнике, у нас, как бы сказать, мы на первом уровне, там практически проблемы как будто не решаются. Как будто не решается, и там полностью вся эта история родовыми травмами и так далее. А когда мы переходим на второй уровень, тут уже другие видения, другой вопрос, другие вопросы, другие задачи. Мы тут уже решаем задачи. Мы переходим на то, что проблема – это задача. Понимание проблемы, что это задача. Это не как в треугольнике первом, да,
треугольника конкретные задачи, задач вообще нету. Там есть только проблема. Вот эта проблема. Блин, я так живу в этой проблеме и так далее. А, никак не могу решить эту проблему. Только в этом. Мы зависимы в этом. Ага. А когда мы переходим на второй треугольник, да, мы хотим решить. Ага. Мы хотим решить, тут уже есть задачки. Слово проблема меняется на слове, ну, в сути, задача. Как я могу это решить? Мгм. А тут, когда мы переходим на победителя, потому что у нас уже личностный рост, уже мы понимаем, что мы служим, что мы можем что-то сделать, да, реальности мы уже можем менять, да, а вот когда мы переходим на другой треугольник, да, там все родовые программы почти отработаны, там все роли мы понимаем, какую роль мы делаем, какую хотим себе. Ну, там уже полностью распаковка. Ага, мы уже видим в этом уровне, что мы себя распакуем на 200, на 300 лет вперед, на 10 лет вперед. Мы уже это осознаем. И тут у нас уже результаты. Мы живем теми результата. И эти результаты для нас, например, вот в этом треугольнике, да, пройденный навык, пройденная привычка, потому что мы это умеем, мы это ценим. А во втором треугольнике, где герой и жертва, между ними мы то, что делаем, не ценим и даже не видим, что мы это ценим. Ага. Вот. А вот в третьем треугольнике, где победитель стратегия, мы там уже решаем. И те, которые приходят тебе какие-то идеи, они решаемы. Мы уже там видим несколько выходов, решений задач, да, и так далее. Стратегически думаем, и у нас уже тотальный победитель, это тотальный в вере. Угу. И вот что я хотела сказать, да, жертвы, например, если вы в состоянии жертвы, мы уже знаем, блин, я уже попала в состояние жертвы, потому что я кого-то виню или что-то, какие-то обиды и так далее. Мы все эти чувства здесь ощущаем. Эмоциональная боль и так далее, все, эмоциональные переживания и многое-многое другое. Вот в этом треугольнике первом, да, и там мы даем вопрос, например, я жертва, спасатель, что мне мешает, и преследую, кто мне, например, мешает. Что мне мешает, или что я буду делать и так далее. Вот это вот в этом треугольнике мы эти вопросы задаем себе. А в втором треугольнике, если я понимаю, что я как герой поступила, или роль я в героя, или исследователя, или мотиватора, тогда я даю себе вопрос. Могу. Но у нас уже здесь выходит какая-то ситуация, приходит тебе в голове, у тебя какая-то задача, и у тебя как бы внутри уже выходит выходит уже не как из жертвы позиции, да, а уже я могу это сделать. Вот так выходит. Угу. А мотиватор, что мне удается? Мотиватор спрашивает, что мне удается, какие у меня есть ресурсы. Ага. А исследовал, когда я это сделаю. И сразу поставляет срок. А в позиции жертвы, спасателя и преследователя вот такие вопросы от тебя не выходят. От тебя выходит, кто мне мешает, что мне мешает. Угу. Ты понимаешь, что ты в этом треугольнике, да? А второй треугольник, это я могу, что мне удастся и когда мне это удастся. Мы эти вопросы уже понимаем осознанно. И мы делаем себе план, цели, ставим цели и так далее. Почему первой треугольники, сейчас я пока пойду, закрою дверь. Почему мы в первом треугольнике не можем задавать себе вопросы и делать? Почему мы не выходим в действие? Потому что там нет, мы уже не готовы.
Ага, готовы принять все эти вопросы и делать. И поэтому у нас всегда не получается. А вот вопрос победителя, да, расширяющий. Ага, когда мы расширяем свое мышление, я, я расширяюсь. У победителя так. Каждая задача, каждый решенный результат– это расширение мышления. Ага, а у стратега сделаю. Точно я это сделаю, потому что то, что есть, у него все ресурсы, да, например, ресурсы это энергия, он или она в энергии постоянно, потому что он не зацикливается на героя, на мотиваторе и на спасателя. Он не в первом, не в втором, он в третьем. Мгм. И у него есть свой ответ на свои идеи. Так, я вот это сделаю, то, что мне нужно, вот это все сделаю, да. И созерцатель, это творец, у него вопрос «я создаю». Что мне нужно создать для того, чтобы эта идея сформировалась? Ага. И тут самое главное, в каждом уровне, когда мы выходим в каждый уровень, переходим в другие уровни, это все происходит на несколько секунд внутри человека. Мгм. И когда мы а, и когда мы понимаем, что мы переходим с другой уровень, в каждый уровень мы прорабатываем свои внутренние, ну вот, своего внутреннего ребенка, маму и папу. Почему так? Потому что в каждом уровне мы совсем другие. Мгм. Так. Мгм. Поэтому в каждом уровне, когда мы все принимаем и осознаем, что мы а, в общем, если мы в первом треугольнике, когда переходим на второй треугольник, на слой бизнеса, да, это значит, когда мы зарабатываем 100 тысяч, это мы в первом треугольнике. Там переход идет, второй треугольник, переход идет, когда мы уже зарабатываем 300 тысяч рублей. Мгм. Это переход. Ага. А когда мы уже переходим выше 300 тысяч и на миллион, это уже третий треугольник. А когда мы уже переходим все треугольники и понимаем, что эти все треугольники нам нужны для того, чтобы создать что-то, мы уже понимаем, что у нас новый уровень. Новый уровень отношений, новый уровень жизненных ситуаций, новый уровень. Исходя из этого, мы понимаем, что в каждом уровне у нас работа с своим внутренним ребенком, работа с мамой, работа с папой– это актуальные темы. Почему мы это отрабатываем и почему они выходят как задачи, да, в других каждых уровнях? Потому что у нас, когда мы выходим на новый уровень заработка или на новый уровень отношений, тогда мы уже не с той позиции, да, мы уже с этой позиции смотрим и относимся и ощущаем вот то, что у нас заложено. Мгм. И каждый раз поймут те, которые уже переходят на другие разные уровни, потому что каждый раз, когда мы а, осознаем, что мы на новом уровне, включается у нас позиция жертвы, как бы наш маленький ребенок что-то хочет. Ага. И когда, например, если мы в третьем уровне, у нас включается маленький ребенок, что мы уже понимаем, что это наше желание. И мы кормим свою маленькую девочку, например, да, или своего маленького тигренка, котенка, да. А когда мы это не понимаем, мы уже, соответственно, в первом треугольнике. За счет этого, в общем, когда мы прорабатываем все эти треугольники, это значит, когда мы в первом треугольнике, мы прорабатываем все ощущения стыда, зависти, эмоциональной боли, зависимости и так далее. Ага. А когда мы переходим на второй уровень, мы уже отрабатываем те моменты ситуации, почему мне так важно, чтобы это у меня не сделалось. Да? А когда мы уже в третьем уровне, мы уже в другом состоянии и другом уровне, мы уже не в там, да, и не здесь, а мы уже тут. Поэтому то, что иногда включается страх изменений, страх чего-то, да, вот с мамой стороны,
подключается что-то, какие-то старые уже отработанные темы или связанные с отцом темы, потому что отец – это опора. И отец – это опора, мама – это рожает, это многочисленно. То, что внутренний ребенок – это то, что она хочет, или он хочет, да, он хочет это расширить, это значит выход на масштаб, это значит опора, но тут уже у каждого свое. Опора – это те люди, которые уже зафиксировали свою сумму каждый месяц. Например, когда мы переходим, когда мы отрабатываем все состояния, и мы понимаем, например, чувство страха для меня что-то, для чего-то было нужно. Это как инструмент, да? Чувство благодарности. Это каждое чувство замещает какие-то чувства для того, чтобы, но в основном, как классика, это для развития нужны все эти наши состояния. Все те, которые ограничивающие установки, убеждения, все это мы прорабатываем в первом треугольнике. А когда мы в втором треугольнике, мы уже действуем. Выходим на действие, это значит, мы можем сделать то, что мы, например, идем обучаться чему-то, обучаемся, и мы делаем. А есть то, что мы обучаемся и не делаем. Это мы в первом треугольнике. Если мы вот здесь, вот это вот тут. Ага. И вот тут, если сказать, почему мы никак не можем выйти на 300 тысяч, потому что вот в этом треугольнике и переходе в втором треугольнике мы там большинство отрабатываем все кармические какие-то ситуации, вот все наши сопротивления до 5-го колена, да, себя, родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, до 5-го колена. Вот когда мы уже переходим на другой, третий треугольник, да, там уже мы до 9 колен уже отрабатываем. Ага. И со стороны мамы, и со стороны папы. Ага. За счет этого мы уже как бы отрабатываем тему зависимости. А на самом деле мы отрабатываем вот эту игру. Мы уже заканчиваем играть эту игру, которая называется зависимостью, да, и мы переходим на другой уровень игры. Там уже осознанная игра. И ты понимаешь, там уже победитель стрэдер, да, и созерцатель, потому что ты уже все эти темы отработал. И для того, чтобы отработать, да, самый минимум, если по апробации сказать, да, это 6 месяцев, это нормально. Если мы усиленно и осознанно занимаемся, это 3 месяца. Угу. И таким образом, когда мы занимаемся своим мышлением, своим состоянием, и мы идем каждый раз по какому-то плану, по каким-то целям, по каким-то результатам вставляем и себе время, и занимаемся саморегуляцией, расширением мышления, да, тогда у нас переход вот этих треугольников, как бы вот этих треугольниках мы не теряем время. Если мы прорабатываемся, например, вот конкретно, если мы не прорабатываемся, мы ничего, медитации никакие не слушаем, не свои чувства маме, папе, себе, не отрабатываем свои истинные желания, не видим свою индивидуальность, не видим, да, мы идем только через эго, тогда у нас то, что мы хотим, прийти к результату БСД, оно как бы может быть даже 20 лет, даже 15 лет, даже 5 лет, оно растягивается. А так в нашей реальности нет времени. Поэтому, когда мы заходим внутри, глубину, мы отрабатываем все темы родовые, да, все темы истинные, все темы убеждениями, все темы, всеми чувствами, которые у нас выходят. И самое главное, каждое чувство у других, у тебя другое, у меня другое. Тот же самый страх у тебя по-другому, у него по-другому ощущается, и тут по-другому ощущается. Поэтому индивидуальная работа, это ценится
ценится. И вот есть групповые работы, да. Почему я перехожу на групповые? Потому что когда мы работаем в групповой работе, мы видим, в каких треугольниках сидит этот человек. И тогда каждый видит по-своему. И за счет этого происходит и расширение. Поэтому групповые работы тоже очень актуальны сейчас. Именно в 2024 году будет на рынке такая, ну, будет работать система групповых работ. Ага. Потом, если те, которые конкретно понимают, да, мне это нужно, а для чего это? Самое основное для того, чтобы улучшить наши жизненные сферы. Когда мы саморегулируемся и когда мы прорабатываемся какими-то методами, у каждого свои авторские методы достигать это, и у каждого свои навыки, свои привычки. Поэтому 2024 год будет усиленно работать на групповых, потом, если что, человек очень хочет индивидуально, тогда актуально будет индивидуальные наставничество, сопровождение и так далее. Почему так? Потому что я в практической психологии 13 лет, и я вижу тенденцию того, если человек работает индивидуально, у него вот тот протяженность времени работы с собой, достижение каких-то ситуаций, да, или каких-то своих целей, например, перехода на другой уровень, да, оно происходит за 2 месяца, за 3 месяца, и это классно. Почему я так говорю? Потому что когда мне сложно, у меня по мышлению свой коуч, у меня свой психотерапевт, у меня свой телесный терапевт в обязательном порядке, потому что тело знает все, тело, разум, душа, оно одно единое. У нас на своем языке это ускут, ускут называется. Вот, я по национальности саха, вот, сама из республики Саха, и для тех, кто меня не знает. Вот. Что еще хотела сказать? Вот через некоторое время я открою свое наставничество на групповые работы. И на наставничество сразу скажу, что наставничество у меня было раньше по 150, да, по 250 тысяч индивидуальные, сейчас уже 350. Я нацеленно вижу, что мое наставничество скоро будет стоить 1 или 2 миллиона, потому что я перешла на этот уровень, и я понимаю, что даю людям, и что оно очень хорошо отрабатывается именно вот в переходе времени. Мы можем понимать внутри, когда отрабатываем и прорабатываем, как мы можем расширять это время и как можем быть в этом времени, в этой реальности за несколько секунд и выходить из этой реальности вот в нашу реальность. Это значит, когда мы отрабатываем глубину и когда мы отрабатываем глубину в своем реальности, да, тогда как бы снаружи уже совсем другое. Потому что если даже можете себе задать вопрос, почему у меня нет того, что я сейчас хочу. Ну, например, каждый себе задайте вопрос, почему у меня нет того, которого я хочу. Потому что в некоторых моментах что-то у нас не отработано. За счет этого у нас очень долго мы переходим к точке Б. А это время. Это время может быть 2 года, 3 года. А когда мы отрабатываемся и переходим на наставник, потому что я точно знаю, как это сделать, да, и плюс я точно знаю, что наставник мне покажет мою дорогу, где можно, фонариком мне конкретно покажет, вот тут нужно мечей работать, вот тут можно мечей работать, вот тут можно работать. Так как у меня есть свои трекеры, на год у меня есть трекер по телепорту, и мы каждый день, кроме субботы и воскресенья, отрабатываем то, что мне мешает. Потому что в каждом уровне все то, что мы отрабатывали до, оно все равно тоже здесь есть. Но при этом мы не забываем, что мы очень хорошо живем
со временем наших родителей. Ага, потому что и мы не падаем, что у нас очень плохо. Мы не занижаем себе, потому что мы уже отрабатываем первые 3 года все свои заниженные самооценки, все это эго и так далее. Мы там уже отрабатываем, чтобы перейти на второй уровень и на третий. За счет того, что даже есть такое, меня спросили в доме бизнеса, человек, который зарабатывает 3 миллиона в месяц, у него строительная компания, и он спрашивает, почему так? Мне вот в этом своем его деле очень нормально. Ну, хорошо, да? Потому что у него есть навык, у него есть декомпозиция, у него есть все бизнес-инструменты, команды и так далее. Но в команде и семье мое отношение не так, как 10 баллов, а вот по ощущению 3 балла. Почему так? Ага, и я отрабатывал много раз с мамой, с папой, с женой, с детьми. Но когда я вышел в этот уровень, у меня ничего не получается. А тут уже есть секрет из секретов. Давайте я вам открою. Это то, что когда мы выходим на новый уровень, ага, а, по получению денег, да, из своего бизнеса, из своего чего-то, каких-то своих результатов, тогда мы заново отрабатываем то, что вот из этого уровня, а не из того, что мы отработали раньше. Потому что у нас сейчас совсем другая реальность. И эта реальность, по существу, она лучше, чем раньше. И когда мы забываем про это, мы уже не видим все эти треугольники, мы не видим все эти зависимости, мы думаем, что у нас все паршиво. Потому что мы на новом уровне, и мы не осознаем иногда, что мы на новом уровне. И за счет этого у нас получается обесценивание всех тех ситуаций и результатов, которые были до этого. В общем, очень коротко так. Спасибо всем, что дошли до конца нашего эфира. Но я буду каждую неделю выходить на эфир или на те площадки, которые вы меня пригласите. Да? У меня сейчас несколько приглашений на эфире в этом году, на следующем году. Мы работаем на следующем году несколькими площадками. Ага, и у меня записано уже до августа. Все те площадки, когда я могу выйти на прямых эфирах. Это как бы вот наш телеграм-канал, это как бы репетиция. И то, что я поняла, вот в эти дни у нас было очень много встреч, очень много трансформаций, очень мощными людьми. Я люблю вот быть в таких мероприятиях, где достигли очень многое, чем я. 3 раза больше, потому что это очень ценно. Во-первых, я ценю то, что они сделали, потому что я знаю, как это делается. Ну, можно сказать, да? А он зарабатывает 300 тысяч, или он зарабатывает миллион, или у него все хорошо и так далее. А внутри-то очень много чего было сделано. Внутри очень много чего. Ну, сказать-то так, можно так сказать, да, лежать в диване. А когда ты действуешь и через это проходишь, ты знаешь, что делаешь. Поэтому у тебя нарабатывается опыт. И вот этот опыт очень ценен. У каждого по-своему. Когда ты переходишь на какие-то мероприятия, человек рассказывает о своем опыте, вот это будет тренд. Поэтому я сейчас беру наставничество тех, кто хочет вот этот опыт проработать и делать, а не так, что я учу какому-то методике, и человек уже может... раньше как было, я даю методики, которые он может... первые, вторые уровни я давала. Сейчас я даю первый, второй, третий уровни по этим треугольникам. За счет этого человек быстро выходит и улучшает свои сферы, где был запрос. Вот, приглашаю всех
ну, кому актуальна эта тема. Приглашаю тех, которые, не всех, а тех, которые разбираются в этом деле и хочется разбираться, прорабатываться, улучшить свои сферы жизни на встречу. Да? Мне пишите в комментариях, хочу встречу. Дарю тем, кто напишет 30-минутную консультацию для того, чтобы понять, что вам хочется, какой у вас запрос, где сложно, где проблемы, где какие задачи поставлены, где можно что сделать. Разберу, конечно. И если вы готовы, я возьму на наставничество. Сейчас, вот сегодня, вот сегодняшний этап моей жизни я не беру тех, кто без базового, да, без базового понимания, что нужно проработать и так далее. Я беру тех, кто хочет отработать все эти треугольники и плюс выйти на новый уровень жизни. И тут самое главное, я тоже иду на наставничество, которое стоит 5 миллионов, с марта будет оно стоить 10 миллионов у Ишова, а Ишова у Ариковой. Ага. Итак, у нас получается так, как бы у них как сложно, да? Почему я иду Ишова? Потому что у меня будет доступна Арикова. Угу. В прямом вот так мы можем с ними говорить, в прямом по Зуму, по разным мероприятиям мы можем там ходить, узнать и взять от них рекомендации. И вот те, кто зайдут ко мне, они тоже будут в прямом доступе у Ишова. У Романа и Елены, они очень известные ребята в нашем окружении, именно окружении предпринимательства. И Арикова. Она маркетолог в стране первый, номер 1. Вот. Сейчас мы будем работать по этой теме, по этому, как сказать, по этой программе, что ли, назовите как хотите, но это, когда вы зашли ко мне, значит, вы тоже имеете доступ вверх. Угу. Теперь воронка будет вот такая, а не такая. Потому что раньше было, до 2022 года, воронка вот такая, где узкая воронка, мы сузиваем, да, это на слове я бизнеса говорю. А сейчас воронка вот такая, вот здесь мы заходим, и вот там все наверху, все есть. Очень коротко так. Вот, теперь я отключаю запись, и мы переходим на ту методику, которую вы можете спокойно различить свои треугольники. Я даю всегда после своих эфиров практики, алгоритм, методики. Хорошо? До новых встреч, до нового эфира. Всем желаю, спасибо, что были.